Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана и вице-премьер РФ обсудили расширение экономического сотрудничества. Узбекистан и Туркменистан создадут благоприятные условия для национальных перевозчиков. Делегация Туркменистана приняла участие в совещании ОБСЕ в Вене и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с вице-премьером РФ Алексеем Аверчуком, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом для участия в заседании сопредседателей Туркмено-Российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным аспектам двухстороннего сотрудничества. Объем взаимной торговли между Туркменистаном и Россией за первые 7 месяцев этого года увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Аверчук. По его словам, положительная динамика товарооборота между двумя странами сохраняется, что свидетельствует о крепнущих экономических связях и взаимовыгодном сотрудничестве. Аверчук также подчеркнул, что для дальнейшего роста разработан проект программы экономического сотрудничества между правительствами России и Туркменистана на 2025-2027 годы, который находится на финальной стадии согласования. В Бухаре состоялась рабочая встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Туркменистана, на которой было достигнуто соглашение о создании благоприятных условий для национальных перевозчиков. Также было достигнуто соглашение о внедрении системы электронного обмена бланками разрешения E-Permit, что должно упростить процесс перевозок между двумя странами. Делегация Туркменистана приняла участие в совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области экономического и экологического измерения. Основные дискуссии были посвящены устойчивому использованию водных ресурсов и региональной стабильности. При этом особое внимание уделялось технологическим решениям. Премьер-министр Японии Сигеру Исиба объявил о планах встретиться с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках Всемирной выставки Экспо-2025, которая пройдет в Осаке. В своем послании на имя главы туркменского государства Исиба выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между двумя странами. В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлет-Мамеда Азади завершилась серия семинаров для учителей школ и преподавателей вузов по методике преподавания французского языка. Данные курсы, инициированные Высшей языковой школой страны, состоялись в рамках серии запланированных обучающих программ, которые также проходят по китайскому, английскому и русскому языкам. В Астане свыше 3000 музыкантов одновременно исполнили инструментальную пьесу «Балбарауин», установив национальный рекорд. Это достижение было официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса Казахстана. Масштабное мероприятие прошло в спорткомплексе «Казахстан», где собрались участники столичных кружков домбры. В США 12-летний мальчик потерял зрение из-за однообразного питания фастфудом. Медицинское обследование показало, что причиной атрофии зрительного нерва стал серьезный дефицит витаминов в организме ребенка. Ситуация осложнилась тем, что подросток, страдающий аутизмом, испытывал сильный страх перед определенными текстурами продуктов. В результате его рацион состоял исключительно из бургеров, картофеля фри, пончиков и пакетированных соков. Центральная азиатская футбольная ассоциация второй год подряд была признана лучшей региональной ассоциацией года в Азии. Награждение состоялось на ежегодной гала-церемонии в Сеуле. В состав организации входят федерации футбола 6 стран – Туркменистана, Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Штаб-квартира ассоциации находится в Душанбе. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.